ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Градоначальник встретился с жителями Шудаяга по вопросу сноса дачного поселка. Летом администрация по требованию прокуратуры вынесла постановление о необходимости самостоятельно или принудительно убрать самострой на берегу реки Ухта. Участки земли здесь выдавались после войны, чтобы помочь людям. Документы на собственность не выдавали и до недавнего времени да и не требовали. Возмущенные требованием снести семейные наделы, шудаягцы отказались это сделать и попросили помочь узаконить свое пребывание у реки. Камень преткновения – водоохранная зона, в которой располагаются строения. Выход можно найти в переводе земли. По тем, у кого есть такие дома, у кого земельные участки, где кто-то что-то сажает, там огурцы или помидоры, или цветы, или любовь, что это будем говорить, это огородничество, это земли сельхозназначения. Для этих людей надо будет написать заявление. У нас в администрации есть комиссия по землепользованию. Надо будет написать заявление в комиссию по землепользованию с просьбой перевести этот земельный участок с водоохранной зоны в земли сельхозназначения. В этом случае люди получат право работать на земле. Те, у кого на берегу лодочные станции, могут получить право их оставить, но с условием оформления определенных документов и, главное, никаких капитальных строений. То есть, если лодочная станция, никаких бань, огородов и так далее. Есть еще одно обязательное условие. Так как у вас лодочные станции находятся в береговой линии, это 20 метров, и 50 в прибрежной линии, то вы обязаны со стороны своих, вот я смотрю, здесь ограждение, вы должны осуществить свободный доступ к реке. Как это сделают люди, будь то открытая калитка или проемы в заборе, их дело. Граждане получают право остаться на земле на условиях аренды с соответствующей оплатой. Все это работает до 2032 года, согласно генплану города. До этого перевод земли и другие нюансы должны будут состыковать с этим самым генпланом и внести соответствующие изменения. Много хороших позитивных моментов мы услышали, но не все понятно. Поэтому мы подняли руку и запросили еще дополнительное собрание. У нас уже было 4 собрания, но мы хотим еще провести с представителями нашего администрации. Предложенные варианты, да и сама встреча вовсе не отменяют постановление администрации о сносе. Ранее люди подали иск в суд, дабы оспорить и отменить его. 6 сентября должно было состояться заседание, однако оно не состоялось. Это уже второй раз, когда рассмотрение дела откладывается. Следующая попытка назначена на 20 сентября.